Вы смотрите итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях среды 6 октября вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Масштабные учения прошли сегодня по всей России, в том числе и в Якутии. На ГРЭС-2 отработали действия при крупном пожаре. В Ленске не вывозят мусор. Региональный оператор не справляется со своими обязанностями, чем завершились коммунальные войны. В Нерюнгри другая проблема. Там сейчас период гололеда. Наледи, как правило, становится причиной травм у пешеходов и дорожно-транспортных происшествий. На участках компании «Алмазы Анабара» успешно завершили промывочный сезон. Расскажем, как обслуживают большегрузные машины слесари цеха в Прииске. Обновленные спортивные объекты открывают в Якутске. В несколько спорткомплексов столицы закупили инвентарь. Предложения регионов России учтут при формировании федерального бюджета. В парламентских слушаниях о параметрах проекта федерального бюджета на ближайшие годы принял участие глава Якутии Айсан Николаев. По словам председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, расходы бюджета будут социально направленными. Она подчеркнула, что учтены многие предложения регионов. Также планируют усиленно поддерживать коренные малочисленные народы, строить объекты здравоохранения, образования, культуры в тех регионах, где в этом есть острая необходимость. Также Якутия участвует в форуме регионов России развития туристской инфраструктуры, проходящем в Москве. Это единственная федеральная площадка для обслуживания, обмена опытом и решения вопросов в сфере туризма с участием учреждений и ведомств, а также лидеров сферы гостеприимства, сообщает пресс-служба Минпреда региона. Работают на форуме министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких и руководитель отдела индустрии и туризма Тамара Соловьева. Участники форума обсуждают вопросы государственной политики, развития туристской инфраструктуры, инструменты привлечения инвестиций в туристические объекты, включая гостиницы, отели и многие другие темы. Кроме того, Минпред республики принимает заявки на предоставление субсидий для реализации проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Субсидию могут получить субъекты малого и среднего бизнеса. Выплата может быть предоставлена на создание объектов размещения круглогодичного использования с наличием отопления и санузла внутри. Заявки принимают до 5 ноября. Переносимся в наш регион. Масштабные учения прошли сегодня по всей России, в том числе и в Якутии. В частности, провели смотр сил и средств Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Подробности в материале Юрия Осипова. Масштабные учения проходят в 2 этапа. Они включают в себя проверку систем оповещения и практическую отработку действий при возникновении условных чрезвычайных ситуаций. Задействуется территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Перед непосредственным проведением состоялся смотр сил и средств Якутского пожарно-спасательного гарнизона. У нас будет задействована техника пожарно-спасательных подразделений Якутского пожарно-спасательного гарнизона, в том числе силы специализированной пожарной спасательной части. На учения привлекаются как и дежурные караулы пожарно-спасательных частей, так и отделения РХВЗ, которое входит в состав специализированной пожарно-спасательной части. Пожарно-спасательные формирования выехали сразу после получения сигнала тревоги. Согласно легенде, на якутской ГРЭС-2 диверсионная группа совершила подрыв трансформаторной станции. В результате были погибшие и пострадавшие. Первоначальные действия провело внештатное аварийно-спасательное формирование ЕГРЭС. Именно они эвакуировали часть пострадавших людей. У нас на станции сформировано нештатное аварийно-спасательное формирование. Они постоянно проходят подготовку в специализированных центрах подготовки персонала. Кроме этого, ежемесячно проходит обучение под руководством специалиста по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Ежеквартально проводятся тренировки с отработкой реальных действий персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций. По прибытии экстренные службы также эвакуировали людей из горящего помещения и тушили возникшее возгорание. Также на месте пострадавшим была оказана первая медицинская помощь.
Поступил вызов, значит, о возгорании на ГРЭС-2. Прибыли силы и средства по вызову номер 3. Возгорание было это у нас трансформатора на общей площади 20 квадратных метров. Произвели ликвидацию, а также эвакуировали 6 человек пострадавших. Всего в учениях были задействованы 70 человек личного состава и 14 единиц техники территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Одна из целей учений – взаимодействие и слаженная работа различных ведомств. Все действия тоже, считаю, со своей стороны проведены на оценку положительную. Вместе с тем, моменты, которые можно было бы учесть на будущее, нами будут доработаны и, конечно, в последующем учтены. Хотел бы отметить положительные, тоже правильные действия привлеченных служб от МВД, от Росгвардии Республики, которые обеспечивали оцепление, недопуск посторонних лиц к месту тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ. Отмечается, что при проведении учений рассматривался худший вариант развития событий. Так пожарный гарнизон действовал по 3-му номеру вызова, то есть по самому высокому. Потому в учениях приняли участие максимальное количество людей и техники. Юрий Осипов, Семен Семенов, Якутск. Пациентов с глаукомой врачи-офтальмологи начнут наблюдать по месту жительства. Центр лечения глаукомы открылся при Якутской офтальмологической больнице. Сейчас там работают 2 врача, которые будут наблюдать, лечить и консультировать пациентов со всей республики через специальный регистрационный портал. Таким образом, люди с глаукомой, которая может стать причиной слепоты, имеют возможность получить качественное лечение по месту жительства. Отметим, что на учете в республиканской глазной больнице сейчас находится около 12 тысяч пациентов с таким диагнозом. Глаукомный центр отвечает за ведение регистра больных глаукомой. Это тоже наше новое введение. Такого еще не было. Значит, это специальное программное обеспечение, которое позволяет фиксировать каждого больного глаукомой в республике. Там вписываются все данные. Это по лечению пациента, по тому, откуда он, когда впервые был установлен диагноз, какое у него сейчас течение болезни. Это позволит в первую очередь сформировать научную базу, это позволит сформировать базу тех пациентов, которые требуют особого внимания, потому что глаукома – это коварное заболевание, которое приводит к слепоте. Далее этот регистр также используется для корректировки лечения. То есть там будет механизм обратной связи между пациентом и врачом. То есть пациент будет вводить данные, какие лекарственные препараты он вводит, в какой периодичностью, пропустил, не пропустил, и, соответственно, врач может видеть, как выполняет пациент эти назначения. Сельхозпроизводители из Якутии получили 9 медалей на отраслевых конкурсах Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень» в Москве. Так, в номинации за производство высококачественной пищевой продукции 2 золотые медали выиграло общество «Батамайское» из Ленского района. ИП Заморщикову наградили золотой медалью за натуральный цветочный мед. Кроме того, предприниматель завоевала 5 серебряных наград за разнообразные наборы чая. Также за оказание содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства золотую медаль вручили Центру компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Якутии. Высадить 650 гектаров хвойного леса на территории хвостохранилища 8-й фабрики в Айхале планирует «Алроса». Рекультивацию специалисты проведут до 2029 года. Стоимость проекта – 2,5 миллиарда рублей. Озеленить территорию необходимо, так как в 2019 году горняки завершили отработку карьера «Комсомольский», а в конце прошлого года закрылась 8-я фабрика. Хвостохранилище расположено в километре к юго-западу от поселка Айхал. Рекультивацию проведут в 2 этапа. Сначала специалистам предстоит осушить хвостохранилище, восстановить часть исторического русла реки, а затем проложить плодородную почву и посеять 160 тысяч семян сосны. В Ленске не вывозят мусор. Региональный оператор Мирнинское предприятие жилищного хозяйства в очередной раз не справляется со своими обязанностями. Причина, как объясняют представители, в поломке 4 из 5 транспортных средств. Тем временем страдают жители, регулярно вносящие оплату за вывоз твердых бытовых отходов. Чем завершились коммунальные войны, выясняла Анна Кожевникова.
Мусорный коллапс накрыл Ленск уже не в первый раз после захода на территорию регионального оператора Мирнинское предприятие жилищного хозяйства. Несколько дней вывоз твердых бытовых отходов не осуществлялся. Соцгруппы различных мессенджеров пестрили фотографиями с переполненными мусорными баками и жалобами от ленчан. Лицензию регоператору выдает Министерство ЖКХ Республики, только оно вправе ее отозвать. Но тем не менее городские власти не раз призывали коммунальщиков навести порядок. Буквально на прошлой неделе мы с руководителем предприятия проводили совещание в режиме ВКС, так как он находится в городе Мирном. Руководитель объяснил тем, что из 5 мусоровозов вышло 4 из строя. На сегодня проблема технического состояния автомобиля решена, вышли все мусоровозы. Но, тем не менее, мы все мусорные площадки заактировали. Буквально сегодня комиссия в составе представителей городской мэрии, Роспотребнадзора и прокуратуры совершили объезд площадок сбора ТБО. Всего таких в Ленске более 240. Неубранными оказались 11, небольшой процент. Акты будут предоставлены надзорным органам для дальнейшего привлечения регионального оператора к ответственности за нарушение санитарной обстановки в городе. Ведь люди, вносящие оплату своевременно, не должны страдать. Стараемся каждый месяц оплачивать. Так-то за месяц 180-109 рублей. Вот так оплачиваем. Мы пенсионеры. Когда они хорошо убирали, так оно чистенько было. А сейчас оно по несколько дней нету. Вот я живу возле этой девятиэтажки. Вот сегодня смотрю у брата. Вчера не было. Не у брата было. Там собак у нас поменьше, не так. А вот как вот здесь, в этих вот, тут да, растаскивается. А в Бухтуе вообще, вот там у меня сын живет, там вообще уже сколько дней не убрано. Отметили неблагоприятную санитарную обстановку в Ленске гости, как соседи из Мирного, где работает тот же регоператор, так и жители других регионов. Мы приехали из Мирного несколько дней назад, но тут гораздо хуже убирается мусор, чем в Мирном. Реже вывозится, и вообще тут одна мусорка на очень много домов. Каждый день собаки этот мусор разгребают по всему городу. Это как бы не очень приятно на самом деле. Как бы, в плане нашего города Новосибирска, каждое утро как бы бак пустой, бак пустой, бак пустой. Но если посмотреть на ваши баки, то они бывают зарастают прям ужасным. А вот сам региональный оператор общества с ограниченной ответственностью Мирнинское предприятие жилищного хозяйства на связь с нами выйти не захотел. Убрали за ночь. После наших вчерашних письменных и устных обращений, оставшихся без ответа в адрес регионального оператора, мусорные баки на утро оказались опустошенными. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. А уже завтра в Ленском районе прогнозируют сильный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду. Существует вероятность нарушения водоэлектроснабжения, будет затруднено дорожное движение на автодорогах. Могут возникнуть очаги природных пожаров, возможное обрушение слабо укрепленных и ветхих конструкций. Необходимо избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами, предупреждают в ЕДДС района. В Нерюнгри существует другая проблема, связанная с погодой. Там сейчас период гололеда. Каждую осень падающий снег днем тает, а вечером из-за похолодания превращается в лед. Наледи, как правило, становятся причиной травм у пешеходов и дорожно-транспортных происшествий. Как с ними борются в Нерюнгри? Подробнее в материале Тамары Игнатьевой. Сначала перепады температур, потом первый снег, устойчивые холода и начинается. Пропадает дорожная разметка. Куда ни глянь – лед. Большая часть нерингринцев уже подготовили зимние вещи и, переобувшись в теплую и удобную обувь, смело передвигаются по городу. Ходим нормально, тротуары посыпаны, все хорошо. Да, аналогично. Каждый год гололед. Но я здесь сюда временно приехала, поэтому я здесь осторожна как-то. Часто слишком не выхожу. Скользко очень, посыпают очень редко. Это сезон, это Якутия. И у нас бывает такое. Нет, мне не скользко, потому что вообще, во-первых, дороги всегда посыпаются, ходить нормально. Главное, аккуратно просто быть и носить обувь хорошую, и все будет тогда в порядке. Гололед становится частой причиной случаев падения. Иногда они приводят к серьезным последствиям – от сотрясения мозга до переломов. В период с 29 сентября по 5 октября 2021 года
Иркутскую центральную районную больницу в связи с травмами, такими как вывихи, растяжения, переломы, связанные с гололедицей, обратилось 75 человек. Из них взрослое население 50 человек и детское население 25 человек. На очистке дорог, внутриквартальных проездов и пешеходных переходов в городе задействованы 3 подрядные организации. И еще одна работает по распределению противогололедных материалов. На линию выходят 3 единицы спецтехники, 1 по отсыпке отсевам и 2 по очистке дорог, кварталов и пешеходных переходов. Естественно, мы обращаем особое внимание на социально значимые объекты, как то больницы, школы, детские сады, спуск в старый город, выезд на Серебряный Бор, на Беркакит. Большие проблемы у нас существуют еще очистки снега возле самих домов. Здесь, к сожалению, не справляется со своими обязанностями управляющая компания. Также гололед становится частой причиной дорожно-транспортных происшествий, и Нерюнгринский район не исключение. После первых осадков многие, не успевшие переобуть свои авто, теряли на них сцепление с трассой. С 29 сентября по настоящее время на территории Нерюнгринского района зарегистрированы 9 дорожно-транспортных происшествий, 3 из которых зарегистрированы на федеральной автодороге Лена. Остальные в пределах населенных пунктов и межселенных автодорог Нерюнгринского района. В одном дорожно-транспортном происшествии 1 человек получил травмы различной степени тяжести. По прогнозам, в ближайшие 9 дней погода останется переменчивой, но уже в середине октября начнутся настоящие морозы, и город покроет толстым слоем снега. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. На производственных участках компании «Алмазы Анабара», дочернем предприятии «Алроса» успешно завершили промывочный сезон. План перевыполнен почти на 108%. Добыли более 1 миллиона карат алмазов. Прииск «Маят» – один из основных участков. Добычу рассыпных алмазов там ведут открытым способом, а в холода готовятся к следующему сезону, поэтому работа не останавливается. Как обслуживают большегрузные машины слесари цеха в прииске? Об этом в материале Ульяны Шагин. Один из главных производственных участков прииска «Маят» Талахтах также готовится к зиме. Половина – это более 300 вахтовых работников. Разъехались по домам. Но работа в Талахтахе не затихает. В скором времени должны заехать дорожная служба наша, геологи и буровики. Ну, это примерно 220 человек. Вот из них, из всех, которые всего года работали, они 95% составляют именно работники с республики, с нашей. А средний возраст примерно 35-37 лет. Многие стараются работать в прииске в летнее время, так как суровую северную зиму выдержит здесь не каждый. Особенно сложно приезжим вахтовикам. Но многие привыкают. Среди них амурчанин Вячеслав Колпаков. В Талахтахе трудится с 2014 года. В декабре домой. Там внуки ждут уже. Цех «Святая святых» участка Талахтах. Здесь разбираем двигатели, дефектуем, делаем заявки, заказываем на них все. Собираем здесь их, заводим, также проверяем их. Агрегатный цех – один из важных компонентов бесперебойной работы приисков. Здесь ремонтируется и обслуживается тяжелая техника, карьерные и землеройные машины, такие как БелАЗы, КАМАЗы и бульдозеры. В одном «Маяте» порядка 200 единиц различной техники, в основном тяжеловесы. Бывает, редуктор выйдет из строя. Заднего моста. Бывает, фрикцион сгорит. Многое тоже еще зависит от оператора. Как он управляет этим автомобилем и от эксплуатации. Шиномонтажники, сварщики, токари, мотористы. Более 100 человек только в одном участке работают как единый организм. От их качества, скорости напрямую зависит выполнение плана. Многие детали – втулки, пальцы, ковши восстанавливают своими силами, чтобы не терять время на ожидание заказов. В данный момент обойму изготовляю на бульдозер. Да? Вот сейчас процесс идет, чисто обработка идет металла. И сейчас его заготовлю, потом пойдет у нас процесс накатки пойдет. Ну и, как говорится, у нас продукция лежит, вот здесь пята лежит, вертушка лежит. Она сейчас здесь соединяться все будет, и идет, чисто на технику.
Сегодня Талахтах – один из главных участков прииска Маят. В новый сезон здесь, помимо Талахтаха, заработают и остальные производственные участки. А это значит, в разы больше станет и количество рабочих мест в прииске. Ульяна Шагина, Павел Никифоров, Джулус Накентьев, Анабар, Якутск. Теперь к спортивным темам. Спорт – норма жизни, не только устоявшееся выражение. В этих словах заключена одна из основных идей федерального проекта. С ходом исполнения работ по нацпроекту «Демография» ознакомилась его куратор в регионе, вице-премьер Ольга Балабкина. Подробности в материале Надежды Саханской. Горящие глаза спортсменов говорят гораздо больше, чем очередная отметка выполнена напротив задачи обновления спортивного инвентаря. В Якутске продолжаются работы по обновлению оборудования для атлетов республики. Хоккей занимает особое место в якутском спорте, обусловленный, конечно, и погодными условиями. Однако теперь хоккеисты и молодые спортсмены смогут повышать свой профессиональный уровень благодаря обновлению материально-технической базы в Ледовом дворце LA Батур. Ну, сейчас мы дооснастим тренажерные залы наши силовыми тренажерами. Интерактивные тренажеры уже установлены и в Якутске, и в Серебряном Бору. Ну, готовимся к установке холодильного оборудования. Период пандемии дал возможность пересмотреть отношение к спортивным объектам. Спортивный комплекс «Триумф» ждал своего обновления около 10 лет. И, наконец, сейчас мастера различных единоборств, а в частности боксеры, не остаются без внимания. В таком зале только мечтать работать. На базе ЦСКА «Триумф» в Республиканской специализированной школе Олимпийского резерва по боксу, да, мы нынче летом получили инвентарь оборудования по боксу, именно нацеленный для специализированной спортивной школы. И вот этот инвентарь, он будет распределен между филиалами спортивной школы республиканской. ФАКОТА – одна из аббревиатур, которая несет исключительно спортивный смысл. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа появится на территории училища Олимпийского резерва. Таким образом, и жители 17-го квартала смогут заниматься активной физической деятельностью. Там появятся не только тренажеры, но и особая площадка, которая летом будет выполнять функцию футбольного поля, а в холодное время года будет задействована как каток. ФАКОТ – это открытого типа, оно предназначено и для летнего, и для зимнего. Раньше, когда мы строили такие подобные площадки, там только летом играли. А сейчас, на данный момент, здесь зимнее время здесь льдом заливается, и могут играть хоккей, шорт-трек, а также фигурное катание и массовое катание для посещения именно жителей города Якутска, непосредственно с 17-го квартала. У нас есть беговая дорожка на 100 метров, и плюс здесь воркаут-площадка, и будет летние тренажеры, силовые тренажеры. Многие могут задаться вопросом, почему обновление спортивного инвентаря продолжается лишь в 2021 году. Ответ лежит на поверхности. Все дело в труднодоступности нашего региона и особенных погодных условиях. Нам необходимо, чтобы все оборудование приходило вовремя, его монтировка и, соответственно, установка должна пройти. Этот контроль был сейчас осуществлен. У нас, однако, в силу нашей отдаленности и сложностей, которые проходят, мы только сейчас заканчиваем. Это объективная реальность. И я думаю, что за неделю это будет завершено. Беговые дорожки, спортивный инвентарь нового поколения и комплекс открытого типа. Все это ждет наших горожан уже в ближайшее время и знаменует продолжение масштабного обновления. Надежда Саханская, Джулустан Иннокентьев, Якутск. В Центре национальных видов спорта имени Василия Манчары сегодня чествовали триумфаторов чемпионата России по масс-рестлингу. Обладателям золотых медалей вручили сертификаты на сумму 100 тысяч рублей, а их тренерам на 50 тысяч. Напомним, чемпионат России по масс-рестлингу проходил в городе Калуга. Сборную республики представляли 2 команды, в которые отобрали 47 спортсменов. Всего в чемпионате страны участвовали 123 масс-рестлера из 23 регионов страны. По итогам представители сборной республики завоевали 38 медалей. Из них 12 золотых, 10 серебряных и 16 бронзовых. Сейчас Российской Федерации всего где-то на 26 регионов доминируется масс-рестлинг.
Из них где-то 15-16 регионов очень хорошо тренируются и популяризуют этот вид спорта. И вот поэтому на сегодняшний день каждым днем в регионах масс-рестлинг очень развивается. И нашим спортсменам они очень хорошо, они с парень-партнером хорошо играют. И в этом чемпионате это показал. А студенты Института физкультуры и спорта СВФУ Алексей и Петр Копыловы стали призерами первенства России по вольной борьбе среди молодежи до 23 лет. Соревнования завершились в Наро-Фоминске. В весовой категории до 57 килограммов Алексей завоевал серебряную медаль, а его брат Петр – бронзовую. Как рассказал тренер училища Олимпийского резерва Яков Филиппов, ребята показали хорошие результаты, но чуть-чуть не хватило для выхода на чемпионат мира. Сейчас главная цель для братьев Копыловых – повысить уровень и перестроиться с молодежной вольной борьбы на взрослую. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы продолжим следить за развитием событий. Всего доброго и до свидания.